Мы Тебе чакали, приди, как нового дня святло, вечером приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. Приди, мы Тебе чакали, приди, как нового дня святло, вечером приди, и нехай будет радость Духа Святого Твоего. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Z Wami. I z Duchem Twoim. Panie, wspomnij про заповедь свой, и николи не забывай про житье Боги Твоих. Устань, Panie, оборони справу свою и выслухай просьбы tych, кто шукает Ciebie. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти выпрямить утихшую отряву. За братьев, для живых Божьего благословения, здоровья, потребных ласков, доручаем Тебя Владимира, нашего православника, здоровья и оздоровления Его, а Ты помилуй радости життя вечного у Володарстве Небесным. Перепросим за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласть Тебе на эту наисвятейшую отряву. Panie, Ty posłany zdrowić skruszonych sercem, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty siedzisz praworucz Ojca, jak zastupawca za nas, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie, jaki przyjdzie sądzić żywych i pomierłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niechaj zmiłuje nad nami Bóg Всемогутny, i odpuściwszy nam grzechy, dowiedzie nas do życia wiecznego. Amen. Na wyżyniach Bogu, a na ziemi słucha Bogu, ludziom dobrej woli. Chwalę Ciebie, błogosławię Ciebie, chwalę Ciebie. Прославляем Тебя, дякуем Твоей великой хвалы Твоей. Пане Боже, Бога небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинародный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше, який сядешь праворучайца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Аминь. Молимся. О всемогутный вечный Боже, наученные Духом Святым, мы осмеляемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни в наших сердцах Духа Твоего сыновства, как мы могли принимать обетованную спадщину. Распала нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владает в едности Духа Святого, Бог в празднуще
Читання першої книги Володарства. У ті дні, коли Ілля прийшов до Божої гори, і він вийшов пішов, і скерував пан до його слова, кажучи: «Вийди і стань на горі перед обличчям Пана, і пусть пройде Пан, і буде дорогий ветер великий и моцний, і розриває гори і крушить скал, але не ветер Пан, а після ветру буде землетрус, але не в землетрусі Пан, після землетрусу буде огонь, але не в огні Пан, після шагу шум тихого ветру. Почувши это, Илья прикрыл тварь свой плащом, вышел из печоры и стал провоходить до Ильи. И это слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Послухай, что говорит Пан Бог. Днем спокой обращай народу и святым своим. Соправды Его избавление близкое для тех, кто Его боится. И слава Божия будет жить на нашей земле. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Милосердность и верность сустремятся разом, справедливость и супокой поцелуются, верность вырастет земли, а справедливость будет озирать небеса. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Пан одарит нас счастьем, а земля наша дай свой плен. Справедливость пойдет перед ним и поставить на шлях руки свои. Покажи нам, Пане, свою милосердность. Я хотел бы сам быть отлученным от Христа, замест братов моих. Читание послания святого апостола Павла до Римляна. Браты, я кажу правду в Христе, не лгу, и подтверждаю сумление мое Духу Святым, что смуток мой великий и неспынно побудует сердце мое. Бо я хотел бы сам быть отлученным от Христа, замест братов моих, родных мне по воле тела, израильтянам, яким належить усиновление и хвала, и заповеды, и установление законов, и Божие служение и обетование. Да их належит войти, из них поводит тело Христос, Бог над усеми, благословленный навеки. Аминь. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сподіваюся на Пана, довіряю Його слову. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла для Матвія. Хвала Тобі, Пане. Коли натовп был накормленный, Иисус одразу
загадал учням своим сесть учовень и перегрызти на другий бок перед им, покуль он отпустит народ. Отпустивши народ, он поднялся на гору помолиться у самоте. Когда настал вечер, заставался там один. Тем часом човен уже отплыл шмат стадиев от берега. И кидали его хвали, но ветер был супротивный. У четвертую уж страж ночную Иисус пошел до их, идучи по морю. А учни, убачивши, як он іде по морю, сполохалися и казали, это привид, и от страху закричали. А Иисус одразу заговорил с ними и сказал, будьте отважными, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в отказ, Пане, коли это ты, загадай мне идти до тебе по воде. Он же сказал, иди. Вийшовши з човна, Петр почав вести по воді і подійшов до Єсуса. Але, убачивши моцний вітер, сполохався і почав тонуть, і закричав, «Пане, рятуй мене!» Єсус одразу ж протягнув руку, схопив його і сказав йому, «Маловірний, чому засумнівався ти?» Коли увійшли яни у човен, ветер стих, а тыя, кто был у човне, поклонились ему и сказали, «Ты справді Сын Божий». Это слово Анна. Хвала Тебе, Христе. Означает, варто было бы похвалиться над первым читанием с книги Володарства. Почули, что Илья, да Ильи пришел Бог. Сам сказал, приду до тебя, выйди на меня. Ну и чули, что ни в буре, ни в землетрусе, ни в урагане, ни в огне, але у тихим, спокойным ветре. Але как зразуметь, чему Бог приходит до Ильи, варто откинуть несколько разделов Святого Писания назад, книги Володарства, и припомнить, что за пророк Володар. Пророком был посланный, как так народ. Народ был древний упаркий. Народ Израиля так мощно поверил в Бога Валаам, что отвернулся от Бога вести, оставил на стороне. Рухливостью своей Илья постановил повести и вызвать на дуэль пророков Валаама. Памятаем, 450 пророков вызвали на дуэль. Скажем, вы молитесь, вашего храма Бог примет, буду кланяться вашему Богу. Мою храма Бог примет, будете кланяться моему Богу. Але упартость сердца народу выбранного была такая, что когда нават ахвяра была принята Ильи, все, никто, Илья зауважил, что сердце их, однако, упартое, и они так не верят. Попал в эйфорию, занарвался, забил всех 450 вокруг. И выдавалось, что Бог Йосиф, справді але под уплывом этого, что там отбылося, Илья постановляет, что больше не будет обращать душу к слову. Больше не будет запекать до алтаря, попадая в депрессию в нашем свете. Великую психологическую яму. Идя на гору Хора. Про эту гору Хора мне расскажу за секунду. На этой горе Хора уходит у Печоры. Когда вы увидите это слово Печора, то уходит в такую яму. Яма это что? Могила. И молится, и просит на Бога. Пане Боже, я уже хочу помереть. Мне уже так тайно надоело жить. Пане Боже, забери меня. Видите, такие великий пророк, який столько тривав молиться об смерти, он уже не может выдержать. Не может больше жить. И в этой своей остается в самоте. А Бог от его не отступает. Чему? Бог начинает и посылает ему анёла. И этот анёл приходит до Ильи и за каждым разом приносит ему. И говорит, ешь и спи. Илья, ешь, есть и спит. И снова есть и спит. Снова есть и спит. Мы один без нас хотим такое житье иметь. Они говорите, что Илья еще не верит, я всегда ты хочешь это понять. Ему этого мало. Когда он поел, поспал,
І знову вертається в ту яму. І знову, я говорю, Пане Боже, я і так хочу померці. Ну, мимо того, что ты есть повод за мной, я и так хочу померці. И вот такая ситуация, туда яму Бог объявляется, говорит, выйди, бо я сегодня хочу принести на свет. И этих ураган, землетрусы, и только тихий и повольный ветры приходит Бога. Что это означает? То есть, что, браты и сестры, что Бог приходит в наши звичайні справи. Не якісь урагани, не якісь там упори, землетруси, які відбуваються. Бог в особливий спосіб приходить у нашій штоденності. І Він хоче нас так само в этой штоденності вже може ми десь попали в якусь яму вивести. А для нас це так само великий знак. Може, не один из вас уже попал в якусь библиотеку, може, пророк став, що коли нам сам пророк, великий пророк, незвичайно, потому что я пам'ятаю, коли пророк потом объявится о Иисусе на горе переменения, Илья и Моисей объявятся, это и есть Илья, великий пророк, объявится, и будет разом святкувати хвалу Иисуса Христа, где переживали, что страты, жнивные, которые было чисто свято, и это и есть наше життя, до якого нас вибирає. Що це за гора Хор? Ага. Ми прочитаємо книгу Згод. На горі Авраама Хора. Чому? Бо там буде так само Моїсей розмовлятися народом. І коли народ прийде до Моїсея і скаже, ми хочемо їсти, так, Моїсей скаже, буде вам манна. Ну, проспана Бога. Потім скаже, ми хочемо пити, а знову народ кормиться. І знову з цієї гори Хора випиває вода. Что это нам говорит? Это является параллелью до Евангелия, которую мы читали тиждень тому назад и сегодня. Чому? Тиждень тому назад хто пам'ятає, про що було? Розмноження хліба. Так само Пан Єсус всіх з этой гори кормиться. Это мессианское посланность Бога. Мессия – это Бог отримовує. І вона іде в історії, і вона повторяється, вона завжди паралельна. І вона завжди в нашому житті вона так само така сама. І надаємо на новому постілі, переживаємо і знов те свято, і знов те свято, і знов те свято. Вони за кожним разом відбуваються у різних відступах часу і у різних наших ситуаціях. Тут ми бачили народ вибраний, коли приходив, коли був голодний, просив Моїсей, йшов отримовував. А тут так бачимо, що саме так Илья голодный Пана Бога, тут Пан Бог его приходит. Это такая двойная параллель. Кормит Бог нас, и Бог чем проявляется, но не Бога, что Бог понад природой, понад водами. Коли вода тече, кто ее может затримать, коли Бога текает? Можно подавать какие-то баррикады, можно строить какие-то речи. Вода и так сформирована, там пробьется, протечение. Я учился, я в так само там больше реки Поводья, речка Висла разбивалась. Что люди не будовали, як не змотались, и там 200 там прорвало, маленькую прорву, а с маленькой уже все высокая. И великая разработка его уже этого не занимаешь. Только Бог має владу, только Бог має владу. И эта мессианскость проявляется так само у дочерей до апостолов. Чому апостоли сполохались? Бо бачили, що хтось понад водами, панує над водами. Поэтому идти на поводе, значит, что я поводе. А вот этой небезпеки, яка з'являється. Відомо, що в Святому Писанні така гора, на якому крадуть апостоли, звісно, назва це озеро, з'являється місцем демонів, місцем темноти. Темноти, що де ходять сьогодні ночь, бо ночі крадуть в учні і не можуть вивести. Ночі змагаються, а з чим змагаються учні? Что является для них такой противностью, такой тяжкостью? А вот что, поглядите, припомню, что несколько годин тому назад в учні разносили хлеб, все их руки омальцевали, бо в 2 годы хлеб ставить в это не сотня, что взял гроши, пошел, купил 1000 баханков, или 2000 баханков, может так учинить. Нет, хлеб не будет, так легко доступен. Вот тяжко было, как раздавить. И тому апостолы, когда разносили этот хлеб, топчи им плескали дороги, и тогда говорили, а не маете наставника.
ведаем, кого выбирать. Мы реально будем ходить. И Иисус Христос это заўважыў, што апостолы зачынаюць пападаць у пыху. Зачынаюць пападаць у пыху. Мы на сённяшняй Евангелии у тую самую хвіліну, калі натоўп быў накормлены, Иисус адразу загадаў апостолам: сядьце у човен і адсюда выйдзьце. Бо калі яшчэ трошки вы пабудзеце, вам вже не будзе хвалы Божай, а вы будете говорить, что мы вас кормили. Это вельми важная речь. Как здесь справы Божие человек не приписал самому себе. Это Христос говорит, как спокуса уходит у твой шатер, на подобное дожди. Як жмія уходит до шатра, то треба її одразу по голове стукнуть. Да, бо иначе люди уже шатер тоже тебе уже ничего не надо. А пока что голова не меняется, одразу бить. Это ее спокуса. Бо вона так спокуса діюча. Это як дитя малое, якое і проходить по страву і бачить такі цікаві забавки. І батьки якраз за руку і тягнуть. Тому що добре, коли дитя, вона починає говорити: мама, я ще минутку хочу походить, потішити. Чим більше не говорить, тим вона більше строїть план терроризирования батьков, які би спосіб купити забавку. Как они им купили. А когда одразу мы их одолеваем, вся пытается, и уже не успела. Не поддалось спокусу. Это ему подобное. Тому говорить Ісус Христос, коли прийшла Евфорія, поспробуй, чи якась радість, якусь велику справу, поспробуй зауважити Пана Бога і подякувати. А коли ти не можеш це вчити, тоді утікає від Бога. І тобі Бог не допоможе. Самі зробити якусь ситуацію, таку, що треба утікати. Ми вельми часто часами молимся, и чекаем, что Бог нам справді з'явиться якісь там речах, таких не створено. Типу такий анекдот, це про такої повіді, так. Один человек тут написал попозже, молился, ну и пришла повод, и думает: вот отцов царя страдав, не дав, ты молится. Молится: Пане Боже, вратуй меня. Подплывает корабель. Вот сюда вас не надо. Далее молится: Пане Боже, вратуй меня. Это вертолет. Сюда вас вратуй. Не надо. Ну и наконец помер этот человек, утопился. Приходит Пане: Пане Боже, я уже спросил, молился, а ты ничего. На корабле подплыл, выпустил. Вертолет ты прислал, что хороший, ты сам не хотел. Как тебе И мы читали так в нашем житті. В який спосіб отгринати це рятування нашого життя. І сьогодні ми не можемо бачити Ілію у звичайних справах, де його Бог пішов. І Ілля зрозумів, що не прийде в урагані якісь стеблянських, крав'язках, якісь степурах і спорових, але у звичайному, тихому, спокійному житті. Так, воно тяжко. Воно може справді доводити до депресії, але тут, яка Ісус Бог, перший час, такий спосіб, Він хоче мене промовити. І хоче мене сутішити і достати з цієї ями. Мої могили, у дійсті може я часами закопаюся або закопаюся. Погладим, коли на том был накормленный муж не одразу. Что мы маем еще велика? Маем угладу в эту прояву Евангелия, яку Иисус Христос має над водою. Те, коли Петр звучно бачить Иисуса Христа, який йде, то що? Спужалися, закричали от страху: «Яма! Пробуйте кисти!» И что Петр говорит? Коли Иисус говорит: «Не бойтесь, это я». Петр говорит: «Пане, коли это ты, скажи, что там было на березе, что мы робили перед этим на так пошли?» Мог бы запитать про это. А Пане, скажи, что меня чекает за месяц. Тогда я поверю, что это. А ну скажи, что там было 3 месяца назад. Як ты меня покликал? Нет. Петр, ведая, у чим проявляется влада Божия. Пане, расскажи мне, накажи мне, как я пришел. Чему Бог наказывает? Я могу? Нет. Возраби ты хорошо. Возраби, понимаешь, что не такого? Возраби хорошо. Спрашивай. Все это кровь, что это за грех такие? Да, может, там, иди там сзади свою жену. Ну что там, один раз на жизнь. Может быть, попробовать. Это я не рассказываю. Я только испокушаю и просит. Бог наказывает. Так сегодня Ильи Бог так само наказал. Когда Илья пришел до Божьей горы, он вышел, причем и скировал вам на его слово кажучи,
Вось выйдзі і стань. Не сказаў, можа выйдзеш, можа станеш, выйдзі і стань. Та які Пётр сёння чуе, выйдзі і ідзе па вадзе. І в пэўным моменце яго навіна прыснецца. Прыснецца, ну і дома. Начал памяць, начал традыцыі. Братья и сестры, просим, как и вы, так само. Коли шукаем когось отказу от Пана Бога, уже просим, Пане, расскажи, что мне робить. Накажи мне, что робить. И сами такие наказы, они будут так само вельми тяжкие, может, неприемные. А это единая ситуация, как это наше лицо. Чему? Ну, как апостолы не открыли, с чем они змагались, что для них были за Пана. А то, что Иисус Христос говорил, они хотели хвалу этой принимать. Понимаете, хвали великие, зашли в этой лодке, прости, ветер, ураган, змагаются с этими мыслями в голове, якими сами себе накручивают. А тут приходит с ними стоит. Это их испугает. И депоты по их грудах, когда не бачили, когда уже Петр начал тонуть, они говорят, Пане Иисус, не надо мне рятовать. Я тут как видишь, я супер, всплываю, 5 минут под водой, без воздуха могу быть, даже количество набираю, там даже в делаю, там, примерно, сетки сбитали. Но нет, не сказал так, одразу, не чекаючи, аж ты будешь у паузе у шатер. Пане, рятуй меня. Пане, рятуй меня. А Бог сказал, ты сам туда плавал, не буду почему. Я не хотел этого. Ведал, учил брату, Пане, ты меня рятуй. И это для нас, как мы так само одразу просили, что открывается в нашем пути. Пане, рятуй мое житье, Пане. И как мы были так само подобны до этого пророка Илии, Бог учил его подобейство, что он вам не работает. Мы памятаем, что Илья положил на зраку плащ, Иордан, такая бурливая, потенчная, воды разошлись, и Илья пришел по всей земле. Чем подобным, так само и Моисей сам рассказал, море расступилось, и сиротка мора прошел народ Израиля. Это подобенство, и наших детей, так само проявляется, когда так само помогала и давала нам отвагу. Истина, вера со словами Пане, рятуй меня, скажи мне, как я вышел из своего греха. За всемогутного Створителя неба и земли, у всякого башного и небашного, и единого Бога Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в рай, судить живых и померлых, и яко володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов, и чекаю воскрешения померлых, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Собрание уверяю из Христа, моя надею, что наша спольная молитва и критика возносим до Бога будет выслушанная за святого Отца, за biskupów presbiterów, как они вели всех вызнавцев Христа на верности и любови, Тебя просим. Выслушай нас, Пане. За тех, кто стал охраной несправедливого осуждения, как они поверили в пирогов Божьей справедливости, Тебя просим. Выслушай нас, Пане. За нарушенных как раз принадлежность человечего кохания, и они прославляли Бога за Его дары,
і завсёды були вірними Яму, Cię просим. Выслухай нас, Пане. За наши семьи, когда они жили в спокое и любови, просишь Господа, так само здоровье, особенно способ нарушая Владимира, Cię просим. Выслухай нас, Пане. Нас собрали в канал Тарабана, как мы умели распознать в нашем штотёмном житии Божьей воли и вкнулись ее выполнить, Cię просим. Выслухай нас, Пане. Наш добрый Отче, мы верим, что Ты совершаешь своих детей и изгоняешь на Тебе уши. Молитва дякуем Тебе за это раз Христа, Пана нашего. Amen. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу охрану, я Бога Отец и Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Молитесь, братья, и молимся. Panie nasz Boże, aby mi łaskawa daje, jakie Ty sam udzielił Kościołu i swojej mocy i wierni i sakrament, jaki daje nam spełnienia raz Chrysta, Pana naszego. Amen. A Pan z Wami. I z duchami O serce mi. uznosi Dziękuję Panu Bogu naszemu. Za prawdy godna, wieka i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna. Kapmy zawsiody i wsiudy Tobie składali dzięku. Panie święty Ojcze, wszechmogący wieczny Boże, raz Chrysta Pana naszego. Bojąc litości dla grzesznego człowieczeństwa, narodził się z Panny Maryi. Wraz swoją Bogą na krzyży wyzwolił nas od wiecznego i śmierci, a wraz swoją z mертwych powstanie dał nam wieczne życie. Тому z aniołami, archaniołami i dusimi świętymi my nadeszczają Twoją chwałę, razem z nimi uspokajający. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышине, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, осанна на вышине. Zaprawdę Boże, Ty święty, krynica wszelakiej świętości, Temu jedności всім Kościoła. W pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus uwaskros послал нам Апостола Духа Świętego, wraz z Chrystem prosił Ciebie, Всемогутний Boże.
dzieci, które dali nam swoją ducha Twojego, tak aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. Kiedy добровольно вydał siebie na muki udziałnie i podziaku tego składający, łamał i rozdawał swoim uczniom. Wierzyć i jeszcze zwydawał się, bo to jest ciało moje, jako jest za was, będzie wydane. Podobnym czynem na wieczerzy wziął kielich. Znów Tobie podziaku składają, czy podał swoim uczniom. Wierzycie i widzicie zwierzę, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka jest za was i za mnogich będzie prolita dziela odpuszczenia grzechu. Chyba czynicie na moją pamięć. Chyba wielka tajemnica wiery. Обещаясь смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Powinien żyć wielki złotem przesłania Twojego Syna, a kieruję Tobie, Panie, chleb życia i Ciebie spełnienia. Dziękuję, że to uczynił nas ogniem i stajać wierę Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как учить нас, приманивших тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, na Kościół Twój rozsieje po всем świecie. Udoskonale w любови razem z Papą naszym Bogiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, jakie posłużył nadziei na воскрешение i prosił o łasce Twojej, aby szedł z tego światu i dać zbór i uważać światło oblicze Twojego. Proszę Ciebie, zmiłuj się nad всеми nami, aby my zasłużyli udział życia wiecznym, w jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryny, ze świętym Józefem i Ewrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem, Pawłem II, siostrą Faustyną, świętą Teresą i Benedyktem Krzyża i всеми świętymi, jakie sprawiedliwie podobali się Tobie, a wzięli my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Раз Христос, Христови Христе, Panie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, usiadłszy na niej chwała, razu się wieki wieczne ja. Amen. Молим się Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в мире, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штотрудного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od wszego zła. Daj nas prawa spokoju dni naszych. Domoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od strachu i zachowane w śladach niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Вот Твое благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, Supokój покидаю вам, supokój mój daję wam. Prosím, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie ze Twojej wolą, a darujcie go supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Amen. Supokój Pana, niechaj zawsze będzie z Wami. Wiertajcie bliźniemu z nami, supokoju. Amen.
rany Boży, boś Той, хто бере на себе грехи свету, благословленный и покликанный я на вечеру ягодную. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Номер 24. Пане добрый я хлеб, будь прославленный повсюду костёлом. Бог так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты не помножил на пустыне Божа, как мышья худо небо силы имели. Ты молодцом, огромником голодным, як ты, что вечно быть с тобой хотели. Пане добрый я хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Бог так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Поет народ, земля вся наша будет, а хлеб коммуне, дым жовтравный небо. Пане добрый я хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Бог так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Сына своих назовешься праведник, коли мы зробим, що Ти загадав нам. Что ж христианин чинить мы можем, Пане, бо Ты для нас життя і сподівання. Пане добрый я хлеб, будь прославленный повсюдным костёлом. Бог так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Молодец.
помолимся. Боже наш Отче, нехай любителю святой коммунии даст нам славление и умасуя нас в светле Твоей правды, праз Христа Пана нашего. Аминь. Объявы всякого жнивня в понеделок свято святого Лавренция, диакона и мученика. Во вторник успомин святой Кляны Панны. У пятницу успомин святого Максимилиана Мария Кольбе, пресвитера и мученика. 15 жнивня, это суббота, урочистость небовзятия Святейшей Анны Марии. Святые имши у нас отбудутся двойчи, у 8 годин раницы и у 19 вечера. Подчас святых имшев отбудется благословление урожаю этого года. У гэты день кожный мае обовязок удзельнічаць у святой імшы і успрымацца выканання неабавязковай працы. Трывае месяц жнівень, у якім традыцыйна молімся в інтэнцыі цвярозасці в наших семьях и нашей батьківщине. Наступная неделя инвестиционная. Ахвяры, предназначенные на будову, уже теперь щиро дякую за вашу ахвярность. Кожный день у нашей каплицы триває операція Пана Єсуса у найсвятейшем сакраменті на гэтым тыдні, у понеділок і вторник от 14 до 19, у остатні дні адорації не буде. Дякую за ахвярование на будову святыню, за спевы прав литургичных, за доверание каплицы тем, кто дежурил. Помолимся за тех, кто на этом тыдні святкує дні народження, імені і юбілеї. Хто чекає на родин дітей, добродіїв і радавців нашої парафії, а так само много добродіїв вдовництва Сактуаря Божої милосердності за нас, даючи кожного поособку опред смерті Божої, Твоєї оборонки отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас нарушай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы идете, что вы ходите. Примите Божие благословение, нехай вас наполнит правой ненавистью и всепокоем. Пане з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Богу. Святый Архангел Михаил, Держи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокусы и пастор Злого Духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на звуку душ снуют по свете. Аминь. Найвищей забори усі, ласкавя зміжав моя, а неба ты умри,